بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معشر المؤمنين عباد الله уверующие рабы Аллаха, продолжается великий месяц Рамадан. И да будет известно всем, что месяц Рамадан – это школа. Это прекрасная, великая школа праведности, школа самоисправления. Это школа для очищения души и для укрепления связи с Аллахом Субхану ва Тааля. Это школа для отдаления души от легкомыслия и от глупости. Это школа для приобретения человеком достойного поведения, благородства. Для приобретения человеком хорошего отношения к людям. Итак, Рамадан и постмесяц Рамадан – это школа, которую даровал нам Всевышний Аллах. Передает ат-Тирмизи хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И хадис этот передали сразу два сподвижника, Абу Зар и Муаз, ради Аллаху анхума. Сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Иттакиллахи хайсума кунт, ва атби'с саййата аль-хасаната тамхуха, ва халикин наса би хулукин хасан». Бойся Аллаха, где бы ты ни был. И за каждым дурным поступком совершай хороший, который сотрет дурной поступок. И в отношении к людям проявляй хороший нрав. Это хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И говорят ученые из тех хадисов, которые краткие, но очень и очень емкие по смыслу. Потому что в этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, объединил для нас все, что нужно человеку для обретения праведности и для исправления себя. В одном хадисе. Праведность человека в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Раз. Праведность человека в отношении самого себя и собственной души. Два. Праведность человека в отношении ибад Аллаха, в отношении рабов Всевышнего Аллаха. О, рабы Аллаха. Если вы задумаетесь об этом месяце и об этом посте в этом месяце Рамадан, то вы поймете, что по-настоящему это школа для решения вот этих вот трех задач, о которых сказано в хадисе. Рамадан – это школа для того, чтобы исправить свое отношение к Аллаху. Это школа для того, чтобы исправить свое отношение к самому себе. И это школа для того, чтобы исправить отношение к рабам Всевышнего Аллаха. Первая задача и самое главное сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, который мы произнесли с вами сейчас, услышали вы его сейчас. Сказано: «Иттакиллаха хайсума кунт», бойся Аллаха, где бы ты ни был. Итак, это первая задача и главная – богобоязненность. Твоя праведность в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Таква Аллах. Что такое таква Аллах? Мы всегда говорим с вами, что такое таква Аллах. Амалун би таатиллах, аля нурин мин Аллах. Раджа савабилля. Это совершение угодных Аллаху деяний на основе знания от Аллаха, надеясь на награду Аллаха. Ва таркун ли ма'сиятилля аля нурин мин Аллах, махафатан азабилля. И это оставление ослушания Аллаха на основе знания от Аллаха, боясь наказания Аллаха. Так вот, этот месяц Рамадан – это школа для того, чтобы обрести подлинную таква, подлинную богобоязненность. И поэтому не случайно, обратите внимание, если вы прочтете те аяты в Коране, которые посвящены месяцу Рамадану и посту в месяц Рамадан, а эти аяты сура Аль-Бакара, с чего начинает Аллах Субхану ва Тааля эти аяты: «Я айюаллазина аману кутиб алейкумус сиям, кама кутиб аля аллазина мин кабликум, лааллакум таттакун». О вы, которые уверовали, предписан вам пост,
как был он предписан предшествующим общинам, ла'аллакум таттакун, может быть, вы обретете богобоязненность. А потом идут аяты про пост, разъяснение его хукмов, и заканчивает их Аллах Субхану ва Тааля словами: «Казалика юбаййину Аллаху аяти линнас, ла'аллахум яттакун». Вот так вот разъясняет Аллах знамения свои людям. Может быть, они обретут богобоязненность. Посмотрите, начинает с богобоязненности и заканчивает богобоязненностью. Потому что цель этого поста — обрести таква, обрести богобоязненность. И, о рабы Аллаха, и в самом деле этот Рамадан — это великий шанс для обретения богобоязненности, ибо пост учит нас с вами, дает нам чрезвычайно полезные уроки, учит нас терпению, учит нас смирению, учит нас спокойствию, учит нас достойному поведению, учит нас тому, чтобы все время помнить о надзоре Аллаха Субхану ва Тааля над тобой. Все время учит тебя сдержанности. Это Рамадан. И, о рабы Аллаха, действительно, это воспитательная цель поста, она велика. Вот задумайся, ты начинаешь с утра, с восхода зари, с раннего утра, ты уже отказываешься от еды, от питья и от других вещей, которые запрещены во время поста. И это ты соблюдаешь до заката солнца. И так каждый день, на протяжении всего месяца, ты делаешь это ради покорности Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы получить награду от Аллаха и чтобы снискать довольство Аллаха Субхану ва Тааля. И это ты делаешь тайно. Это тайна между тобой и Аллахом Субхану ва Тааля, которая неизвестна никому, кроме Него. И вот представьте, ты в течение всего месяца находишься в этом состоянии светлом, возвышенном, когда ты хочешь приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля, когда у тебя полный страх перед Аллахом и полное ощущение контроля Аллаха над тобой. И вот это состояние ты день за днем в течение Рамадана укрепляешь, и оно потом тебе поможет, оно станет трамплином для того, чтобы и после Рамадана, на протяжении всего года, ты оставался вот таким вот покорным Аллаху рабом. О рабы Аллаха, ты отказываешься в течение Рамадана от вещей, которые в обычное время тебе дозволены, но которые во время Рамадана нарушают пост. Но этот месяц, у него же ограниченное количество дней. Потом закончится этот месяц. Означает ли это, что заканчивается пост? Да, пост в отношении еды, питья и прочего заканчивается. Но не заканчивается другой пост. Пост, выражающийся в воздержании от грехов, от всего, что запретил тебе твой великий Господь. Ты во время этого месяца, месяца поста, соблюдаешь приказы Аллаха Субхану ва Тааля, отказываешься от того, что нарушает пост. Но знай, что твоя обязанность теперь является поститься всю жизнь. Каждое мгновение твоей жизни до конца поститься, в значении отказываться от того, что запретил тебе Аллах Субхану ва Тааля. И таким образом, в течение поста вот этого Рамадана ты учишься, ты получаешь заряд, это становится трамплином для того, чтобы потом соблюдать вот этот пожизненный пост. Пожизненный пост ифтаром, для которого будет смерть. Смерть, она разговение, она ифтар, она окончание этого великого поста. Итак, это первая задача. Приобретение богобоязненности, праведность в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. А вторая задача, о рабы Аллаха, в хадисе сказано об этом: «Ваатби'и сайят аль-хасана тамхуха». И после каждого плохого поступка совершай хороший, который сотрет этот дурной поступок. Это значит, вторая задача – это праведность в отношении тебя самого. Твоя праведность в отношении твоей собственной души. Аллах Субхану ва Тааля дал тебе эту душу. И Аллах дал тебе эту душу для того, чтобы ты ее очистил, осветлил ее. Потому что только полностью очищенный человек с чистой душой может войти в рай. Да, душа натянется к грехам. Пророк алейхиссалату вассалям говорит об этом: «Куллю бани Адам
хатта, каждый сын человеческий, он совершает грехи. Ва хайруль хаттаина таввабун. Но лучшие из совершающих грехи это кающиеся. И вот этот Рамадан, о рабы Аллах, это как раз возможность. Это шанс решить эту задачу, очистить твою душу. Очистить твою душу. И сколько много вещей в этом Рамадане, которые помогают нам решить эту великую задачу. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит в хадисе: «Ман сама Рамадана иманан вахтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Кто пропастится этот Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, будут прощены ему предшествующие грехи. Альхамдулилля, вот тебе шанс. Оцени этот шанс. Ты слышал этот хадис, я знаю, 20 раз или 30 раз. Но не говори, я знаю и слышал его уже давно. Ты лучше вдумайся в его смысл, ведь это тебе шанс очистить твою душу, чтобы ты смог войти в рай. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям: «Ман кама Рамадана иманан вахтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Кто будет молиться в Рамадан, совершать ночные намазы с верой и надеждой на награду Аллаха, будут прощены ему предшествующие грехи. О рабы Аллаха, ибад Аллах, задумайтесь, сколько в этом месяце сокрыто великих сокровищ. Великие сокровища, то есть деяний, посредством которых ты можешь очистить свою душу, посредством которых ты можешь искупить те грехи, которые повисли на твоей душе. Это и сам пост прежде всего, особенно в эти долгие дни. Это дуа к Аллаху Субхану ва Тааля. Это обращение к Аллаху Субхану ва Тааля с покаянием. Да, Рамадан это месяц покаяния, это месяц таубы, это месяц возвращения к Аллаху Субхану ва Тааля. И какое это великое лишение, если пришел Рамадан к человеку, и он прожил этот Рамадан, а потом ушел Рамадан, а он не получил прощения своим грехам и не очистился. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал об этом, он сказал: да будет унижен человек, равиман фураджуль, дахаль алей Рамадан, тумман салах, фалям югфар лах. Да будет унижен человек, которому пришел Рамадан, а потом ушел, а он не получил прощения своим грехам. Поэтому спешите, о рабы Аллаха, сейчас к таубе, сейчас стремитесь к покаянию. Если не сейчас, если не в этот благородный месяц, если сейчас не придет твоя душа в движение, чтобы покаяться и вернуться к Аллаху Субхану ва Тааля и очиститься, то когда тогда придет движение? Если не в Рамадан, то когда? Если не в Рамадан ты отдалишься от грехов, от ослушания Аллаха, то когда ты собираешься это делать? Следующее деяние из этой сокровищницы — садака в этот месяц побольше. Давайте садака. Занимайтесь благотворительностью, пожертвованиями на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Даже если человек напоит вечером людей, которые постятся. Ведь напоить людей водой, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, это из лучших видов садака. А намаз таравих. Не пренебрегайте намазом таравих. Намаз таравих, был только что хадис, звучал, сказано: кто будет выстаивать его с верой и надеждой, будут прощены ему предшествующие грехи. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям: ман кама ма'аль имам хатта янсариф, кутиба лаху кияму лейля. Тот, кто простоит с имамом в намазе, кто простоит с имамом в намазе до конца, пока имам не закончит намаз, тому будет записано стояние всей ночи в намазе, как будто он всю ночь провел в намазе. Не лишайте себя этой награды. Из великих деяний в этот месяц зикр, поминание Аллаха Субхану ва Тааля. О рабы Аллаха, люди очень сильно отличаются друг от друга по степени своего поста, по той награде, которую они получат за свой пост. Эту разницу знает только Аллах Субхану ва Тааля, как между небом и землей. Так вот, от чего же зависит разница в награде за пост? Почему один получает много награды, а другой мало награды? Пророк, алейхиссалату вассалям, объяснил это. Это зависит от того, как много ты совершал зикр в течение этого месяца, во время поста. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросили однажды, ему сказали: «Эйю саимина азаму аджра». Кто из постящихся получает больше всего награды? И он ответил: «Аксарахум лилляхи зикра». Это те, которые больше других поминают Аллаха, совершают зикр. Субханаллах. И его спросили:
и про садака, и про намаз, и про хадж, и про другие виды поклонений. И везде он отвечал это «Аксарум лилляхи зикра». Больше всех получают награду те, которые больше других поминали Аллах Субхану ва Тааля. Так что Абу Бакр, услышав все это, сказал «Заба закируна бикулли хайр». Получается, что поминающие, совершающие зикр заберут все благо. Пророк алейхиссалату вассалям сказал ему «Аджа». Конечно. Конечно. Вот это вот полезное правило для всех нас, о рабы Аллаха. В любом поклонении на самом деле, в любом поклонении больше всего награды получают те люди, которые больше других поминают Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому давайте побольше сейчас, в Рамадан, поминать Аллах Субхану ва Тааля, делать тасбих, говоря Субханаллах, тахмид, говоря Альхамдулилля, тахлиль, говоря Ля иляха илlallah, такбир, говоря Аллаху Акбар, делать истигфар, говоря Астагфируллах, прошу Аллаха прощения. Давайте откажемся от бесполезной болтовни, от лишних разговоров, от шуток лишних и смеха, от этих долгих посиделок, долгих застолий ненужных. Рамадан не время для этого. Это время для зикра, поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Самый лучший зикр у рабы Аллаха – это чтение Корана. В этот месяц, уже, смотрите, прошло 5 ночей Рамадана. Сколько раз в руки ты брал Коран? Сколько ты прочел из Корана? А это месяц Корана. И связь между Кораном и Рамаданом это очень тесная связь на самом деле. Потому что этот Коран был ниспослан в месяц Рамадан. Шахру Рамадан, Коран, месяц Рамадан, в который был ниспослан Коран. Аллах Субхану ва Тааля в этот месяц, в Рамадан, низвел Коран из Лаухуль Махфуз, из небесной хранимой скрижали, низвел Коран на ближайшее, нижайшее небо, в Бейтуль-Изза, в обитель величия. Поэтому сейчас, в месяц Рамадан, будь с Кораном, живи с Кораном в этот месяц. Впитай в себя то благо, которое в этой книге, в слове Аллаха Субхану ва Тааля. Но не только читай слова Корана, понимай, что ты читаешь. Да ты скажешь, я не знаю арабский язык. Есть тафсиры, есть разъяснения на твоем языке Корана. Изучай. А потом, изучив, притворяй это в жизнь. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллазина атайнахумуль китаба ятлуна хакка тилавати, улаика ю'минуна бих». Те, кому мы даровали Писание, Аллах даровал нам Писание, и они читают его по-настоящему, они, которые веруют в него. Что значит читать Коран по-настоящему? Это значит не только слова его читать, но и понимать, что ты читаешь, размышляя над этим, и потом притворять это в жизнь. Итак, это вторая задача, о рабы Аллаха, которая в том хадисе, который звучал в начале, это праведность человека в отношении своей души, которая заключается в том, чтобы очистить ее посредством праведных деяний. И, наконец, третья задача, о рабы Аллаха. Третья задача в словах пророка, алейхиссалату вассалам, «Ухаликин наса бихулюкин хасан», и относись к людям, в отношении к людям проявляй хороший нрав. Итак, Рамадан является прекрасной школой, которая обучает нас с вами прекрасной нравственности, которая воспитывает в нас благочестивое отношение к рабам Аллаха Субхану ва Тааля. Действительно, Рамадан, он вот в этом вопросе имеет колоссальное действие, удивительное действие, благословенное воспитание для человеческой души. Человек во время Рамадана может действительно приобрести возвышенную нравственность, высокую нравственность, хорошее, благочестивое поведение. И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал об этом, что пост, одна из его задач, это нашу с вами нравственность поправить, исправить ее, как ты относишься к окружающим. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Лейса ссиям мин аль-акли ва шурб, иннама ссиям мин аль-лагви ва рафас, фа ин саббака ахадун факуль инни саим». Пост – это не отказ от еды и питья, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Пост, воистину пост, это не иначе, как отказ от пустословия и плохих слов. А если кто-то станет ругать тебя, вступать с тобой в ссору какую-то, то скажи ему: я пощусь. И сказал пророк, алейхиссалату вассалам: «Сауму шахри сабр, ва саласати айям мин кулли шахр юзхибна аль-вахра мин судур». Юзхибна вахра судур. Поистине пост в месяц терпения. Рамадан, месяц терпения. И
в течение 3 дней каждый месяц удаляют из сердца злобу и грязь. И говорит пророк алейхиссалату вассалам: «Ман лям яда кавля зур валь амаля би валь джахаль фалейса лилляхи хаджатуна яда таамаху ва шарабаху». Если кто-то не оставляет скверные слова, скверные поступки, невежественное поведение, то не нуждается Аллах в том, чтобы он оставлял еду и питье. Аллаху Акбар. И говорит Джабир, сподвижник пророка саллаллаху алейхи вассалям: если постишься, то пусть постится и слух твой, и глаза твои, и язык твой постится от лжи и греховных речей, и не обижай подопечных своих. Не обижай подопечных. И веди себя достойно, и веди себя степенно, и веди себя сдержанно в день поста. И пусть день поста твой не будет похож на другие дни. Пусть будет разница между днем поста и тем днем, когда ты не постишься. Таким образом, о рабы Аллаха, воистину Рамадан – это школа для благочестивого отношения к рабам Аллаха. И прежде всего, о раб Аллаха, благочестивое отношение к твоим близким. К твоим близким. Потому что многие люди, они в обществе, да, ты видишь, какие они благочестивые, какие они нравственные, но как он ведет себя в отношении своих близких дома. А больше всего право на твое благочестивое отношение и хорошую нравственность имеют твои родители. Твои родители, и поэтому, может быть, не случайно пророк, алейхиссалату вассалам, он объединил в одном хадисе небрежное отношение к родителям и небрежное отношение к Рамадану вместе. Упомянул их и сказал: «Равима анфу раджуль, дахаль алейя Рамадан, сумма ансалах кабля югфар лах. Равима анфу раджуль, адрака инду абаваху аль-кибар, фалам ядхилаху аль-джанна». Да будет унижен человек, которому пришел Рамадан, а потом ушел, а ему не были прощены грехи, не получил прощения грехов. И будет унижен человек, при котором родители его застали преклонный возраст и не ввели его в рай. То есть они не стали причиной для вхождения его в рай. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалам, он предостерег нас в сильнейшей степени от чего? От того, чтобы мы с вами не свели вот этот пост в Рамадан просто к голоду и жажде. Чтобы мы не свели наши намаз, таравih только к телодвижениям и к усталости физической. Это когда человек не получает никакую пользу от Рамадана, из этой школы веры, когда он не приобретает благородную нравственность, когда он не приобретает подлинную богобоязненность, когда пост, Рамадан, не помогает ему решить вот эти 3 задачи. Праведность в отношении Аллаха, которая выражается в богобоязненности. Праведность в отношении своей души, которая выражается в том, чтобы очистить ее. И праведность в отношении рабов Аллаха, которая выражается в проявлении хорошей нравственности. И поэтому говорит пророк, алейхиссалату вассалам: «Рубба саим хазу мин сиямихи аль-джу'у валь-аташ, ва рубба каим хазу мин киямихи сахар». И может быть так, что постящийся не получит от своего поста ничего, кроме голода и жажды. И может быть так, что совершающий ночные намазы не получит от своих намазов ничего, кроме того, что он лишил себя сна. Акулю хаза аль-кауль, вастагфируллах ли ва лакум.